Доброе утро! Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только добрых, хороших новостей и отличного настроения. 30 декабря на календаре, один день до Нового года. Готовность номер один. Желаю вам сегодня все успеть, завершить все начатые дела в начале этого года, подвести итоги уходящего года, настроиться на новый, докупить подарки, если вы не успели, в общем, все сделать вовремя. Ну а среда, как обещают нам синоптики, обещает быть не такой холодной. Прогноз погоды на канале НВК Саха. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 31, минус 48 утром, днем минус 25, минус 41. В Заречье утром минус 44, 52, днем 41, 47 градусов. В южных Улусах минус 26, 27 утром, днем минус 26, 27 градусов. В Вилюйских Улусах минус 16, 19 утром, днем минус 17, минус 19. В Нижнеленских минус 22, минус 43 утром, днем 19, 36. В западных минус 22, 28 утром, днем 21, 26. В Колымо-Идзигирских минус 40, минус 30, минус 45 утром, днем 31, 43. В Янских минус 26, 36 утром, днем минус 26, минус 34 градуса. В северо-западных минус 19, минус 21 утром, днем минус 18, минус 26 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 47 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 38, минус 40 градусов. Но обо всех итогах прошедшего дня расскажут мои коллеги из информационной службы. Передаю им слово. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Более 138 миллионов рублей будет направлено на индексацию ряда соцвыплат в Якутии в 2021 году. Об этом сообщили в региональном Минтруде. Согласно прогнозу, среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги составит 103,5%. Таким образом, утвержден коэффициент индексации и установлены новые размеры выплат с 1 января и с 1 июля 2021. Ей подлежат ежемесячные выплаты ветеранам тыла, ветеранам труда, детские пособия и другие социальные выплаты. На эти цели за счет государственного бюджета будет направлено более 138 миллионов рублей. Отмечается, что прогнозная численность получателей в Якутии составит почти 300 тысяч человек. Цены на газ и электричество вырастут в Якутии. Об этом заявили на заседании коллегии и общественного совета Госкомцен Республики. Тарифы на электричество для населения будут повышены на 5% с 1 июля следующего года. Для остальных потребителей тарифы на электроэнергию Якутскэнерго вырастут на 15%. Подорожает и газ. Это произойдет в июле. В среднем цены на голубое топливо увеличатся на 4,75%. Стоимость проезда в столичных автобусах также подорожает в среднем на 2 рубля с 1 января. За наличный расчет поездка обойдется в 30 рублей. Также на 2 рубля повысится цена по транспортной карте с 23 до 25 рублей и банковской карте с 28 до 30 рублей по аналогии с наличностью. На 1 рубль увеличится стоимость по проездным билетам, а по картам «Спутник» тариф останется на прежнем уровне – 23 рубля. Такое решение было принято из-за повышения НДС, цены на топливо и запчасти, говорится в сообщении.
Центр гуманитарной помощи в Якутске за счет дарителей провел акцию новогодних поздравлений со сладкими подарками для многодетных семей. Учреждение помогает всем нуждающимся, прежде всего тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Предоставляют одежду, предметы первой необходимости, посуду, детские вещи, игрушки и книги. Все это центру дарители отдают безвозмездно. Вещи и бытовая техника принимаются в хорошем, опрятном виде. Иногда новые товары привозят магазины. Недавно несколько молодых предпринимателей подарили центру 100 тысяч рублей, на которые были закуплены и отправлены в районы продукты питания. Я нахожусь в этом центре по приглашению центра, дай бог им здоровья, хорошим людям, которые очень большую помощь оказывают для населения. И я хочу, чтобы люди, весь город узнал, вся республика, даже страна, что у нас есть такие люди, есть такие центры в городе Якутске. А я ему в данный момент собираю зимние вещи и продукты, которые могу получить в этот же день. Итоги года патриотизма подвели в Якутске. Несмотря на пандемию, он прошел на высоком уровне. Появились новые скверы, обелиски, в порядок привели почти 300 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. В Тверской области открылся военно-патриотический лагерь имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Охлопкова. Силами поисковиков спустя десятилетия возвращаются на родную землю имена без вести пропавших солдат. Своих героев находят боевые награды. Каждый день наши волонтеры помогают нашим пожилым и нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, на данный момент мы знаем о том, что ветеранов становится с каждым годом все меньше. Сейчас в республике их осталось всего 61, когда как в прошлом году, например, весной их было 110, да? И поэтому, как мы думаем, и в последующие годы, каждый год наша работа становится все более актуальной, так как главная наша цель – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. А в Амге отметили лучших спортсменов 2020 года. На торжественном мероприятии бронзовому призеру Кубка мира в весовой категории до 125 килограммов Аялу Лазареву, победителю игр Дыгына Леониду Филиппову, чемпиону мира по шашкам Андрею Федотову, а также спортсменкам, чемпионке России по масс-рестлингу Нараяне Трофимовой и чемпионке России по легкой атлетике Виктории Петровой вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Мероприятие проводится каждый год по итогам спортивного года. В этом году мы выбрали 5 лучших, чествовали 5 лучших спортсменов, чемпиона мира, чемпиона Кубка мира, 2 чемпионов России и чемпиона игр Дыгына. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Он работает, так что пишите нам. Ну а далее знакомимся с астрологическим прогнозом на день 30 декабря. Для овнов сегодня день не самый плодотворный, зато спокойный. Можно вернуться к делам, начатым раньше, получить ответы на интересующие вопросы. Маловероятны какие-то кардинальные перемены к лучшему, но в целом дела идут неплохо и жаловаться вам почти не на что. Помните, чем больше вы торопитесь, тем серьезнее преграды, которые приходится преодолевать. Тельцы. Вы и сами сохраняете хорошее настроение и окружающим не позволяете унывать. Трудности сегодня могут возникнуть, но они совсем не так серьезны, как кому-то может показаться. Ваш оптимизм заразителен. Люди, уставшие от собственного мрачного взгляда на вещи, тянутся к вам и стараются следовать вашему примеру. Возможно, начало каких-то необычных отношений. Близнецы много делают для других. Стараются помогать тем, кто оказался в трудной ситуации и не могут спокойно смотреть на несправедливость. Ваши порывы благородны, но вы тратите много душевных сил, переживая о том, чего не можете изменить. Постарайтесь настроиться на более конструктивный лад. У раков преобладает влияние позитивных тенденций. Серьезные проблемы едва ли возникнут.
Вы искренне интересуетесь всем новым, стараетесь получить максимум полезной информации и перенять чужой опыт. Много возможностей открывает середина дня. От вас в это время потребуется уверенность в своих силах. Полезно будет пообщаться с людьми, чей жизненный опыт заметно отличается от вашего. Львы. Начало дня благоприятно. В это время будет возможность сделать то, что давно было запланировано. Решить какие-то вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Можно договориться с единомышленниками о совместных действиях. Благодаря поддержке союзников вы добьетесь успеха там, где не могли на него даже рассчитывать. Девы. Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Окружающие часто понимают вас с полуслова, поэтому не приходится тратить много времени на объяснения. Вероятно, начало плодотворного сотрудничества. Не исключены и знакомства, которые получат приятное продолжение. Скорее всего, романтическое. Сложный день для весов. Эмоциональный фон нестабилен. Стоит хоть чему-то пойти не так, и вы теряете равновесие. Начинаете нервничать. Некоторые представители знака под влиянием момента совершат поступки, о которых вскоре пожалеют. Вам чаще обычного нужна поддержка, но даже просто услышать слова одобрения удается не всегда. Постарайтесь найти человека, который действительно вас понимает. Скорпионы очень подозрительны и едва ли не в каждом видят врага. Это очень обижает тех, кто желает вам только хорошего, например, старых друзей или близких людей. Старайтесь не реагировать остро на критические замечания. Лучше просто пропускать их мимо ушей, чем долго обдумывать, надеясь обнаружить здравое зерно. Стрельцов раздражает суета и беспорядок, царящий вокруг. Но избежать их не удается, даже если вы очень стараетесь. Иногда кажется, что окружающие заключили какое-то тайное соглашение о том, что будут весь день выводить вас из равновесия. Найдите себе интересное занятие, и вы почувствуете, что ситуация меняется к лучшему. У козерогов все складывается очень хорошо. Стоит вам только о чем-то задуматься, поставить перед собой цель, и становится ясно, что именно нужно сделать, чтобы очень быстро получить нужный результат. Возможно, денежные поступления. Не исключено, что вам вернут давние долги или заплатят за какую-то работу, которую вы выполняли раньше. Для водолеев начало дня благоприятно и подходит для важных дел. Можно использовать это время и для планирования. Вы правильно оцениваете свои силы и ситуацию в целом, понимаете, на чью помощь можно рассчитывать. Позже влияние позитивных тенденций снизится, и вам потребуется отдых. Рыбы. Отличный день для общения и делового, и дружеского. Вы способны ко многим найти подход. Особенно легко это сделать, когда вас не сковывают формальности, и можно позволить себе небольшое отступление от официальных правил. Например, легкую иронию или забавную шутку. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Пожалуй, одна из самых идеальных песен для новогодних и рождественских праздников – это «Let It Snow» Фрэнка Синатры. И мы все мечтаем по всему миру о снегопаде в эти дни. Тем более далеко не в каждом городе нашей планеты на Рождество и Новый год лежит снег. А как возможно праздновать без него? Снегопад способен создать самую волшебную атмосферу, однако не всегда. В городе Бингемтон в американском штате Нью-Йорк на днях выпало столько снега, что завалило все вокруг. В общем, такого снегопада давно не помнят здешние места. Люди делились своими фотографиями в сети и рассказывали, как им приходилось откапываться. Весь снег выпал буквально за ночь. Утром перед жителями Бингемтона была довольно необычная картина. Некоторые даже не могли выйти из дома, машины превратились в сугробы. За 6 часов выпало 50 сантиметров снега. Снег укрыл город толстым слоем белого одеяла. Утром люди проснулись и поняли, что им придется откапывать не только двор, но и свои машины. Метель была невероятной и заняла в истории Бингемтона 2-е место. Первенство принадлежит марту 2017-го, когда снега выпало еще больше – 89 сантиметров за ночь. Местные жители говорят, что были готовы к снегопаду, об этом их предупредила метеослужба, однако обычно речь идет о 35 сантиметрах, а не о 50. Так что американцы все-таки были застигнуты врасплох, но справились со снегом за сутки и даже обрадовались ему. Ведь это значит, что их ждут чудесные снежные рождественские выходные. А что под силу самым маленьким волонтерам? Оказывается, многое. 10-летний Паша Абрамов из Арзамаса уже 2-й год помогает бездомным животным. И его проект за это время стал настолько успешным, что мальчик приобрел известность в других странах и собрал для местного приюта
500 000 рублей. Паша очень любит рисовать, и он решил, что его хобби сможет сделать мир чуточку лучше. Он начал рисовать картины на заказ, а все вырученные деньги направляют приюту «Жизнь», где содержат бездомных собак. Когда о нем написали иностранные СМИ, то получить картину от Паши захотели люди из разных уголков света. Мальчик рисует животных, так что ему присылают фотографии питомцев, а он изображает их красками. Свой проект Паша назвал «Добрая кисть». Проект работает. Мальчик нарисовал уже более 150 картин, которые были отправлены в 15 стран мира. И еще около 1000 заказов ждут своей очереди. Такие позитивные новости этим утром. Далее мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Саңа кетегенче сүрбе бир сылы көрсө. Бырахынниктагы ырыатоюк көркүлү улахан тühülgetигер ыңырабыт. Саргыла саңа жылынан. Өксөкүләг атынан культура кине. Токсунню дәхис күнә. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 000 рублей. «Торнадо». Сагабыт сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан эгартелир. Үйөрү көтү үктелленен жол соргу кынаттанын чугас таптыр жоңгутугар уру седерей оңоптарын бәләхундум. Уругут тенейдин. В канун 2021 года скидку 21% на все торты в своих фирменных магазинах дарит Якутский хлебокомбинат. С наступающим 2021 годом! Доброе утро. 30 декабря на календаре. Мы продолжаем наш эфир. И сейчас я предлагаю познакомиться с активным, смышленым и очень целеустремленным мальчиком. Зовут его Сандал, ему 9 лет, и он очень мечтает стать археологом. Знакомьтесь, Сандал. У меня 9 лет, я учусь в 3 классе. Я люблю читать и писать. Я хочу быть археологом. Я люблю есть, спать и хочу учиться. Мальчик способный, с отличной памятью, хорошо танцует, хорошо читает стихи, участник многих школьных, городских, республиканских конкурсов, имеет грамоты и дипломы, да? Он любит читать стихи, любит выступать, не боится. Очень активный ребенок. Это мои грамоты. Это диплом, 1 место в конкурсе 10 часов. Это грамота, 2 место, а ну-ка, мальчики. Это мой проект «История шашек». На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него служба была маленькая, и маленький очень портфель. Получал зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат выдали ему маленький. Сапоги выдали ему маленький. Каску выдали маленький. И маленький по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, вырубить парня в полный рост.
Желаем, чтобы у Сандала все его мечты, самые заветные желания обязательно исполнились. И успехов ему в дальнейших его удачах. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Гренки – одно из самых популярных блюд на завтрак. Готовятся они буквально за считанные минуты, а главное, очень сытные и вкусные. Представьте себе, насчитывается более 1000 рецептов этого блюда. С одним из них мы познакомим вас прямо сейчас. Доброе утро! Сегодня я покажу рецепт быстрого, простого и вкусного завтрака. Для этого нам понадобится яйца, молоко, соль, приправы, батон и гриль. Для начала взбиваем 4 яйца с молоком. Можете добавить приправы. Яичная масса готова. Теперь можно окунать наш батон и жарить. В 3 минуты можно доставать хлеб и делать то же самое с другими кусочками. Вот такие вкусные гренки у нас получились. Также их можно жарить в сковородке, и лучше всего их подавать со свежими овощами. Приятного аппетита всем, кто завтракает и собирается это сделать. Ну а 2020 год заканчивается для госавтоинспекции довольно успешно, очень хорошо у них прошел год. С нами прямо сейчас на связи Анна Жегусова, старший инспектор пропаганды управления ГИБДД по республике. Анна, доброе утро, с наступающим вас. Екатерина, доброе утро. Ну что же способствовало, да, достижению результатов таких хороших? В рамках проекта «Безопасное дорожное движение», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», госавтоинспекции в этом году было получено в общей сложности 112 патрульных автомобилей, которые оснащены всем необходимым для несения службы оборудованием. Проект направлен на снижение уровня количества дорожно-транспортных происшествий. Ну, это же все, конечно же, сказалось на дорожной ситуации. И так, в уходящем году нам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. Анна, ну, известно, что большинство людей в первую декаду, да, праздничную, будут отдыхать. Вот как будут работать сотрудники ГИБДД? В период новогодних праздников, а именно с 25 декабря по 15 января, увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы. Сотрудники ГИБДД во всех районах республики перешли на усиленный вариант несения службы. В ходе усиления особое внимание уделено, конечно же, выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, водителей, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, профилактики нарушений правил дорожного движения пешеходами, а также продолжается проверка водителей такси в межмуниципальном сообщении. Кроме того, на федеральных автомобильных дорогах Лена, Вилюй, Колома выехали сотрудники ГИБДД на передвижных постах дорожно-патрульной службы, которые базированы на спецфургонах КАМАЗ, и они во время новогодних праздников не только будут осуществлять надзор за дорожным движением, но и будут оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Ну вот как раз-таки, да, постоянно вами проводятся различные профилактические мероприятия, среди которых в новогодние дни. Да, помимо традиционной работы ГИБДД
постоянно проводит и профилактические мероприятия. В настоящее время в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период зимних школьных каникул проводится по всей республике 4-й этап мероприятия «Внимание, дети», в рамках которого все сотрудники ГИБДД в преддверии каникул провели в образовательных учреждениях профилактические беседы о безопасности на дорогах именно в зимний период, в условиях ограниченной видимости, то есть у нас сейчас туман, укороченный световой день. И, кроме того, приняли участие на родительских собраниях, в том числе и в дистанционной форме. Кроме того, сейчас проводится всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз», и сотрудники ГИБДД, конечно же, не остались в стороне и принимают активное участие, поздравляя детей из многодетных семей, из детских домов, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведь в Новый год теплые поздравления и подарки должны получить все дети. Ну и, конечно же, в завершении сотрудники ГИБДД, конечно же, проводят инструктажи по безопасности дорожного движения. Анна, ну сейчас везде, да, предновогодняя праздничная суета, люди спешат в поисках, да, подарков. Сказывается ли это как-то на дорожной ситуации? Да, праздничная суета, конечно же, сказывается на дорожную ситуацию. В канун новогодних праздников увеличивается количество гостей в столицу, едут с целью закупки подарков, товаров и других в многочисленных торговых центрах, оптовых базах. И это, конечно же, в суете многие участники дорожного движения забывают соблюдать правила дорожного движения. То есть водители в спешке не соблюдают скоростной режим, совершают какие-то опасные аварийные маневры. Пассажиры забывают пристегиваться ремнями безопасности. Пешеходы в спешке переходят дорогу в неустановленных для этого местах. Кроме того, отмечу, что в это время заметно активизируются злоумышленники, именно промышляющие угонами и кражами. Поэтому хотелось бы призвать всех жителей республики соблюдать правила дорожного движения и помнить, что самое бесценное у человека — это, конечно же, его жизнь. Анна, известно, что с 1 января 2021 года изменятся реквизиты по уплате госпошлины. ГИБДД, расскажите об этом. Да, действительно, с 1 января нового года изменятся реквизиты оплаты госпошлины ГИБДД. Новые реквизиты можно посмотреть на нашем официальном сайте, либо официальном аккаунте в сети Instagram. И отмечу, что квитанции госпошлины, уплаченные именно до этого периода, то есть до 1 января, они действительно в течение 3 лет. То есть те, кто уже оплатили госпошлину и придут за получением госуслуги после 1 января, не надо беспокоиться, не надо паниковать, потому что ваши квитанции остаются в силе. Анна, спасибо вам большое за разговор этим утром. Встретимся уже в новом году. Обязательно с хорошими новостями. Всегда рады вам. Отличного дня, еще раз с наступающим Новым годом. Ну а далее у нас будет небольшая пауза, перед которой я рада зачитать сообщение, которое пришло на наш номер 8 914 279 2262. Доброе утро. Во-первых, весь коллектив НВК поздравляю с наступающим 2021 годом, как приятно. А также поздравляю своего супруга, мальчиков, невест, внука, родственников, коллег, друзей с наступающими новогодними праздниками. Желаю здоровья, праздничного настроения и пусть сбываются все мечты. Татьяна Казакова написала нам, по-моему, замечательное поздравление. Если и вы хотите кого-то поздравить, добро пожаловать на наш WhatsApp номер. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Далбар хотун. Сахачактарын манлах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кыл соғыттон, эрге сүттер кемче кейиттен,
оҕотун түйүгер көтөхпүтиерден, сенин сыллыр эбээттен, үүнен сайдан тахсар. Ах, суруттар далбар хотун суруналы. Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЕКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Олимп Мебель. Огромный выбор мебели для дома и офиса по максимально выгодным ценам. Ведь именно сейчас действуют новогодние скидки до 30% на весь ассортимент. Олимп Мебель. Тетим. Сылаһынан илкиертен аска, бион бырыһыңыдылы, чепчети. Доброе утро! Всех с наступающим Новым годом! 30 декабря на календаре. Давайте познакомимся, какой будет погода в этот день. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -31, -48. Днем ожидается 25-41 градус. В Заречье -44, -52 утром. Днем -41-47 градусов. В южных Улусах -26, -27 утром. Днем до -27. В Вилюйских Улусах -16, -19 утром, днем -17, -19 градусов. В Нижнеленских -22, -43 утром, днем ожидается -19, -36. В западных Улусах -22, -28 утром, днем -21, -26 градусов. В Калымандигирских Улусах -30, -45. Утром, днем -31, -43 градуса. В Янских Улусах -26, -36 утром, днем -26, -34 градуса. В северо-западных -19, -21 утром, днем -18, -26 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -47 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается -38, -40 градусов. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Оставайтесь с нами. После него мы с вами подробнее поговорим о фотопроекте «Мама в книге». У нас в студии ожидается автор данного проекта Дарья Филиппова. Также познакомим вас с кинокартинами, которые можно посмотреть в январские праздники. И также ожидаем поздравления от зарубежной диаспоры. Ну а далее уже слово своим коллегам я передаю из информационной службы. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Более 138 миллионов рублей будет направлено на индексацию ряда соцвыплат в Якутии в 2021 году. Об этом сообщили в региональном Минтруде. Согласно прогнозу, среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги составит 103,5%. Таким образом, утвержден коэффициент индексации и установлены новые размеры выплат с 1 января и с 1 июля 2021. Ей подлежат ежемесячные выплаты ветеранам тыла, ветеранам труда, детские пособия и другие социальные выплаты. На эти цели за счет государственного бюджета будет направлено более 138 миллионов рублей. Отмечается, что прогнозная численность получателей в Якутии составит почти 300 тысяч человек.
Цены на газ и электричество вырастут в Якутии. Об этом заявили на заседании коллегии и Общественного совета Госкомцен Республики. Тарифы на электричество для населения будут повышены на 5% с 1 июля следующего года. Для остальных потребителей тарифы на электроэнергию Якутскэнерго вырастут на 15%. Подорожает и газ. Это произойдет в июле. В среднем цены на голубое топливо увеличатся на 4,75%. Стоимость проезда в столичных автобусах также подорожает в среднем на 2 рубля с 1 января. За наличный расчет поездка обойдется в 30 рублей. Также на 2 рубля повысится цена по транспортной карте с 23 до 25 рублей и банковской карте с 28 до 30 рублей по аналогии с наличностью. На 1 рубль увеличится стоимость по проездным билетам, а по картам «Спутник» тариф останется на прежнем уровне – 23 рубля. Такое решение было принято из-за повышения НДС, цены на топливо и запчасти, говорится в сообщении. Центр гуманитарной помощи в Якутске за счет дарителей провел акцию новогодних поздравлений со сладкими подарками для многодетных семей. Учреждение помогает всем нуждающимся, прежде всего тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Предоставляют одежду, предметы первой необходимости, посуду, детские вещи, игрушки и книги. Все это центру дарители отдают безвозмездно. Вещи и бытовая техника принимаются в хорошем, опрятном виде. Иногда новые товары привозят магазины. Недавно несколько молодых предпринимателей подарили центру 100 тысяч рублей, на которые были закуплены и отправлены в районы продукты питания. Я нахожусь в этом центре по приглашению центра, дай бог им здоровья, хорошим людям, которые очень большую помощь оказывают для населения. И я хочу, чтобы люди, весь город узнал, вся республика, даже страна, что у нас есть такие люди, есть такие центры в городе Якутске. А я ему в данный момент собираю зимние вещи и продукты, которые могу получить в этот же день. Итоги года патриотизма подвели в Якутске. Несмотря на пандемию, он прошел на высоком уровне. Появились новые скверы, обелиски, в порядок привели почти 300 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. В Тверской области открылся военно-патриотический лагерь имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Охлопкова. Силами поисковиков спустя десятилетия возвращаются на родную землю имена без вести пропавших солдат. Своих героев находят боевые награды. Каждый день наши волонтеры помогают нашим пожилым и нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, на данный момент мы знаем о том, что ветеранов становится с каждым годом все меньше. Сейчас в республике их осталось всего 61, когда как в прошлом году, например, весной их было 110, да? И поэтому, как мы думаем, и в последующие годы, каждый год наша работа становится все более актуальной, так как главная наша цель – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. А в Амге отметили лучших спортсменов 2020 года. На торжественном мероприятии бронзовому призеру Кубка мира в весовой категории до 125 килограммов Аялу Лазареву, победителю игр Дыгына Леониду Филиппову, чемпиону мира по шашкам Андрею Федотову, а также спортсменкам, чемпионке России по масс-рестлингу Нараяне Трофимовой и чемпионке России по легкой атлетике Виктории Петровой вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Мероприятие проводится каждый год по итогам спортивного года. В этом году мы выбрали 5 лучших, чествовали 5 лучших спортсменов, чемпиона мира, чемпиона Кубка мира, 2 чемпионов России и чемпиона игр Дыгына. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Якутские фотографы оживили образы матерей из русской литературы. В Якутске стартовала онлайн-выставка «Мама в книге». Более подробно об этом мы сегодня будем говорить с автором данного фотопроекта Дарьей Филипповой. Дарья, доброе утро. Ну, чья была идея, откуда появилась такая интересная идея? У нас идея появилась уже больше года назад. Мы подавали заявку на
для участия в конкурсе Фонда президентских грантов в конце ноября. Я начала как раз работать в смарт-библиотеке нашей централизованной библиотечной системы города Якутска и состою в активе форума женщин-подруги Джогелер. И как раз мы подумали, можно подать от НКО форума подруги идею вот о материнстве. Как раз близился День матери. И мы подумали, что можно было бы раскрыть в литературе образы мам. То есть литература – это всегда источник вдохновения, творчества. Всегда можно найти какие-то новые образы, детали, смыслы, которые, например, автор написал более 200 лет тому назад. И мы открываем это произведение сейчас, в 2020 году, и можем найти какие-то тоже интересные моменты, которые можно осветить, показать. И, к сожалению, мы заметили, что во многих произведениях иллюстрации подготовлены, когда готовилось это издание, то есть очень много лет тому назад. У многих произведений нет экранизаций хороших. А для наших детей, в особенности школьников, молодежи, сейчас, к сожалению, отмечается такая тенденция, что мы рассматриваем больше какие-то наглядные вещи. Фотографии, видео, тот же ТикТок, в этом году очень популярен стал. И мы решили через такой фотопроект привлечь внимание к литературным произведениям, к образу мамы, как он раскрывается в книгах. Но фотографии действительно красивые. Вчера я пролистала, посмотрела. Кто принимал участие, кто? Это не только профессиональные какие-то актеры, но и простые люди, да? Да, у нас проект социальный, литературный, культурный и объединил огромное количество людей. Мы даже не задумывались, что так случится, но я думаю, что если бы не пандемия, можно было бы еще больше людей привлечь к участию. Сначала мы собирали предложения образов мам, то есть это школьники, студенты, библиотекари, учителя направляли свои предложения. Мы тут выступали тоже в студии с Олегом Сидоровым. Писатели также Якутии помогали собирать образы. Осенью мы оживляли образы из якутской литературы, потом русской, и еще после новогодних мы будем оживлять образы из зарубежной литературы. Мы собирали образы, потом готовились к съемкам. Также проводилось голосование на сайте ЕСИА, Якутия Дейли, на сайте нашей ЦБС. Мы выбирали образы, потом начали готовиться к съемкам. То есть были участники съемок обычные волонтеры, которых мы искали через социальные сети. Также у нас были консультанты. Это те люди, которые читали эти произведения, во-первых, и еще ознакомлены с литературной критикой по этим произведениям. Но мы приглашали не только литературоведов, которые занимаются профессионально этим всю жизнь, но и библиотекарей, студентов, то есть это своеобразная читательская интерпретация получилась. Ну вот как раз-таки самый такой активный консультант вашего фотопроекта прямо сейчас должен выйти с нами на связь. Это Ольга Штыгашева. Ольга Геннадьевна, здравствуйте, доброе утро, добрый вечер у вас, возможно, да? Здравствуйте. Доброй ночи. Добрая ночь. Вы из Калининграда к нам подключились? Да, не могу никак вас бросить, не могу забыть, не могу оставить. Ольга Геннадьевна, расскажите нам о процессе работы с данным фотопроектом. Что интересного вы бы подметили, какие образы? Вообще сам по себе проект мне был очень интересен. Я просто удивлена и обрадована, что наши ребята придумали такую штуку, оживить эти образы матерей литературные и наглядно их как-то нам продемонстрировать. Интересна была работа над представлением фотографий, как нам расположить героев, как их представить, чтобы сама идея произведения именно была выражена так, как нам бы хотелось. И фотографы молодцы, они прямо на лету схватывали что
хотелось бы мне, чтобы было отражено на фотографии. И актеры молодцы, удивительно просто все это вот прямо к сердцу приняли, через себя пропустили и вот продемонстрировали на фотографиях. Вообще чудесный проект. Большое спасибо, хотелось бы мне сказать. Мне было очень приятно и интересно работать вот над этим проектом. А какие образы вы все-таки бы отметили, что вам лично самой понравилось? Ой, ну, конечно, да вы знаете, мне нравится все. Все образы, все, что мы отбирали, мне все это очень нравится, и все это интересно. Но, конечно, я бы отметила особо это вот письмо матери Есенина, да, потому что это вот произведение, которое, наверное, неизбывно и очень близко каждому человеку, у кого есть мама или была мама, да, вот. То есть вот это вот тоска по материнской любви, невозможность встречи или какие-то вот проблемы, которые мешают встрече. Вот это в этом письме все Есениным рассказано, и это удалось передать в проекте. Или рассказ Шукшина «Материнское сердце». Вот вы знаете, это одна из моих самых любимейших фотографий получилась. И Ванечка Мишагин, он так вот это вот сыграл, у него даже плечи сыграли в этой фотографии, да, вот это вот вину, что он на мать повесил вот такую проблему. А мать-то сама не понимает, что делать с этим. Вот главное, надо спасать. А как спасать? Ну вот идти в начальники, идти к руководству, идти и спасать своего вот неразумное дитя, свое неразумное дитя. Ольга Геннадьевна, спасибо вам за подключение. Спокойной вам ночи, мы вас отпускаем. Вам спасибо, и вам доброго дня. Спасибо большое. Дарья, ну где можно знакомиться с фотопроектом? Зрителям наверняка интересно. С фотографиями можно ознакомиться на сайте нашей централизованной библиотечной системы города Якутска. У нас подготовлена виртуальная выставка. Там можно сразу перейти к книгам, прочитать их. Они почти все в свободном доступе. И также можно на сайте, у нас есть вкладка фотопроекта, на сайте форума подруги Джобелер. Сразу вбить фотопроект «Мама в книге» и сразу откроется. И, кстати, может, сейчас тоже на экране покажут фотографии. И у нас еще стартует зарубежная после новогодних, всех приглашаем. Кстати, хотелось бы уточнить, мы вот готовим виртуальную выставку, то есть основная цель это нам, чтобы дети, взрослые обратились к книгам, перечитали их, да? И вчера мы уточняли о Национальной библиотеке республики нашей, мы с ними сотрудничали на этапе якутской литературы, и книговыдача составила 9800, то есть столько раз обращались именно к этим книгам. Была там специальная подборка электронная сделана этих книг, и за вот с марта по сегодняшнее время столько раз читали эти книги. Здорово, но это хороший, отличный результат. Да, отлично, я считаю. Дарья, спасибо вам. Желаем вам дальнейшей успешной работы над данным проектом. Действительно, что-то новое, интересное и, главное, полезное. Спасибо, с наступающим Новым годом. У нас небольшая рекламная пауза. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Саңа кетегенче сүрбе бир сылы көрсө. Бараханниктагы ырятоюк көркүлү улахан түһүлгө тигер ыңырабыт. Саргыла саңа жылынан. Өксөкүлак атынан культура кине. Токсунню дехис күнэ. Видал? Мам, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Сходить в январские праздники можно куда? Например, в кино. Представляем вам киноподборку картин кинотеатра «Лена». Подойди поближе. Знакомим вас с киноновинками этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Накануне новогодних праздников отечественные зрители еще успевают насладиться просмотром масштабной премьеры, никоим образом не относящейся к зимним торжествам. Скорее уж наоборот. На экраны выходит фильм «Катастрофа. Огонь» от создателя «Экипажа» и «Движения вверх». Леса, они всегда горели. Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. На прошлое Рождество мы с котом по кличке Боб музицировали на улице. С Рождеством! Один из самых знаменитых котов современности возвращается на экраны в фильме «Рождество кота Боба», сиквеле картины «Уличный кот по кличке Боб». Вторая часть, вдохновляющей кинодиалогии, основанной на реальных событиях, расскажет, как знаменитые жители Лондона кот Боб и его хозяин Джеймс встречают Рождество. Ты слушаешь меня, Джеймс? Что случилось? Они закрывают этот питомник. Жизнеутверждающий сиквел призван напомнить зрителям о волшебстве рождественского праздника и оптимизме, который помогает справиться со всеми жизненными сложностями. Главное помнить, что чудеса все-таки случаются, даже если в них не слишком-то веришь. Меня зовут Гип. Перестань, дай поспать. И мы первая в мире семья. Круц. Харизматичные герои клана Круц просто не в силах усидеть на месте. В этот раз их ждет новое и увлекательное путешествие, а также знакомство с фантастическими существами и покорение новых земель и миров. Они встретят необыкновенные растения, удивительных животных, а еще познакомятся с прогрессивными доисторическими соседями, которые находятся на пару ступеней выше Круцев в эволюционной цепи. Ведь у них есть много удивительных изобретений. Видишь стену? Да. Хочешь перепрыгнуть? Да! Новые приключения первой доисторической семьи, рассказанные голосами таких звезд, как Павел Воля, Лейсан Утяшева, Нюша, Егор Дружинин, можно будет увидеть в кино уже сегодня. Знакомься, Кушак. А это Фенечка. В кино с 24 декабря. Доброе утро, мы продолжаем. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. И рада зачитать сообщение, которое пришло к нам к этой минуте. Поздравляем своего племянника Саяна Капашова с днем рождения. Будь здоров, расти большой и сильный. С наилучшими пожеланиями, твои дяди Ивановы. Подписались. Ну а далее якутские диаспоры из других стран поздравляют нас с вами с наступающим Новым годом. С Новым годом из Германии! Желаю, чтобы на ваших елках загорались яркие огни, пусть они освещают ваш жизненный путь в новом году, пусть под елочками собираются новые подарки, но помните, что самое приятное – это от нашего сердца. All we need is love. Не стесняйтесь, звоните своим близким, друзьям, своим половинкам и говорите, как вы их любите, как они вам дороги. В этом и есть счастье. И, конечно же, верьте в чудеса. Мечты сбываются. Целую, люблю. До новых встреч в Новом году! С наступающим Рождеством и Новым годом! Привет из города Лидс, Западный Йоркшир. С наступающим Новым годом! Привет из Йовеля, Сомерсета из Англии.
Дублин'да 2 yerelde sana cılınan. Sana cılınan. Sana Поздравляю с Новым годом из Кембриджа. С Новым годом, мои дорогие якутяне! С Новым годом, Дивинати! Дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим Новым годом и приглашаю вас в солнечную Анталию. С Новым годом! С наступающим Новым годом, дорогие россияне! Merry Christmas and a Happy New Year from San Diego! С наступающим Новым годом! Привет из Болгарии! Елочка нарядная снова к нам пришла, яркими огнями шишки все зажгла. Лампочки сверкают, яркие шары, бусы и фонарики, даже конфетти. Всех ребят на праздник елочка зовет с песнями и танцами встретить Новый год. С Новым годом, дорогие якутяне! На улице Сага Джилынан. Sana Dжилынан, Sana Dжилынан. Bonne année, bonne santé à tous. Sana Dжилынан. Merry Christmas and Happy New Year. Sanga Dжилынан, с Новым годом. Happy New Year, everybody. Gleðilegt nýtt ár. Ég ykkur alls hins besta á nýju ári. С наступающим Новым годом! Встречаемся с вами завтра в 7 часов утра на праздничном новогоднем эфире. До встречи, хорошего дня! Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги, летние и зимние удочки, закидушки и так далее.